конференции, второй конференции «Фольклор полинезианских народов». И вот сегодня состоялось открытие, пленарное заседание, очень успешно прошло, и сегодня мы собрались на гала-концерт, посвященный открытию этой конференции. Новый чистый огонь лучком на родовой доске. На празднике готовится праздник после прибытия оленей, после литовки. Вот они ждут и исполняют вокруг этого нового огня танец. Сначала дети, они бьют по бубнам, а бубны это как бы голос очага. А женщины вот танцуют. Это танец дрожания коленей. Танец с гримасами направлен на изгнание злых духов. Женщины гримасничали, плевались, показывали язык. Так они изгоняли особого земляного духа, которого изображали обычно с искаженным лицом. Считалось, что он обладает способностью моментально менять обличие, как только его увидит шаман. Спасибо.
музей решил во что бы то ни стало рассказать о медвежьем празднике, который совсем недавно бытовал у ульчей, у нивхов, айнов. И вот он только кажется промысловым праздником по поводу удачной охоты. И однажды она отправляет брата на охоту, указав длинную дорогу туда, где ею тайно построен другой дом. Устраивали после удачной охоты. С изменением социальных условий стали растить всем селом медвежонка, оставшегося без матери медведицы. Его содержали в специальном срубе, вскармливали его своим молоком женщины. Предпочтение отдавалось женщинам, имеющим близнецов. Я не понимаю, о чем говорят ульчанки, но могу поделиться сведениями об ивенском мифе, объясняющем ивенский медвежий праздник. Второй международной конференции «Фольклор паназиатских народов». И, значит, завтра начнутся заседания секций в зале Института гуманитарных исследований.